Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Выльгард, и здесь мы построили одноэтажный дом с 2 спальнями размерами 9 на 10. Красивый одноэтажный дом. Пройдемте со мной, покажу его планировку. Ну и, конечно же, красоту. Вот мы уже в доме. По одну сторону у нас хозяйственное помещение, такая верандочка, да, где мы можем прогуливаться, что-то складывать. Хорошее окно, любуемся на наш красивый сад. С другой стороны у нас котельное помещение, то есть техническая часть, газовая котельная, а здесь электрический водонагреватель, накопительный бак, ну, подводка от скважины, такая техническая часть. Ну, места, честно говоря, как видите, много чего еще можно сложить. Проходим уже в основную часть дома, да. Раздеваемся, разделись, как вариант. Здесь у нас одна спальня уютная, вторая спальня за моей спиной будет сделан санузел, перегородка и туалет. Здесь кухня-гостиная. Приглашаю вас сюда. Вот такая уютная спальня, точнее их две. В этом доме у нас 2 спальни. Как вам? Красивая, уютная спальня. И что отмечу, еще на этапе чернового строительства, а у нас сейчас, грубо говоря, силовой каркас был сделан, обратите внимание на брус, обращайте, надо. То есть строгали его рубанком вручную, придавали эстетику, придавали красоту. Обратите внимание на вот это вот, видите, светится золотом. Видно? Видно? Это смолы проступают, то есть экстрактивные вещества, полезные вещества, которые влияют благоприятно на наше здоровье. То есть вы живете в абсолютно экологично чистом доме, который еще способствует вашему здоровью, вашему долголетию. Классно? Классно. Кстати, можно по итогу шлифануть это все, когда там смолы отойдут, неровности убрать, и уже водоэмульсионка или подлак уже придадите завершенный вид, такую конечную эстетику. Прекрасно. Первая уютная спальня одного из членов семьи. Пока мы идем, сразу обращу внимание на санузел. На просторный здесь делается перегородка, и здесь достаточно много места, все можно базово уместить, все прекрасно. Туда иду даже вот так вот, смотрите, как далеко и много. По расстоянию здесь примерно 1,80 на 1,80 м, то есть достаточно вместительно. Идем дальше. Вторая уютная спаленка, такая же, 1 в 1, класс. Ну, мне нравится. Все можно уместить. Давайте пройдем дальше и покажу еще кухню-гостиную. Вот мы подошли уже к нашей кухне-гостиной. Очень большая, просторная кухня-гостиная, большое помещение. Это видно. Очень тоже красиво, вместительно. То есть со мной оцените. Я сейчас дойду, вот вы в одной стороне, я дойду до конца, чтобы вы понимали масштаб. То есть здесь чувствуется простор. И по высоте чувствуется простор, ну и по параметрам комнаты вообще в целом. Ну, уютно, уютно. Нет ничего лишнего, но и нет ничего такого внутренне, эмоционально как-то психологически сжимающего. Весьма комфортно, классно и практично. То есть не надо отапливать, да, лишние помещения. Тоже очень важно. И отделывать, и отапливать. Вот сейчас я аккуратно перейду от красоты, где мы и находимся. Я хотел вам показать именно красоту тех помещений, которые, строятся, да, еще. Основа, конечно, готова, но еще все-таки этап строительства идет. Сейчас я расскажу немножко о технологии строительства, потому что важно знать не только, что это красиво, важно знать, что и качественно. И, пожалуйста, обратите внимание, вот прям вот взгляд свой вниз сначала. Мы видим железобетонные мощные сваи. Видите, мощные, там даже видно мощные надежные сваи. Дальше идет опять мощный брус, 200-й, который принимает на себя всю массу дома. Класс. И максимально равномерно старается распределить его уже на свайное поле.
Второй брус тоже идет мощный, снизу, если смотреть, высокий. А почему? Потому что мы туда впиливаем вот такие мощные половые балки, которые не прогибаются. Что такое не прогибаются? Это вот это. Нет качаний. Если сделать брус меньшего сечения, когда будете ходить, вот этот батут начнется. Ну вам зачем батут дома? То есть должна быть надежность. Если пол играет, следовательно, играет и утеплитель в нем. Если утеплитель играет, это значит появление щелей. Если появление щелей – это конденсат, это автоматом влага, гниение, ну и как минимум холод, да, в доме. То есть полы должны быть надежными. На прогиб плюс высота их позволяет сделать утепление между данными лагами минимум 20 сантиметров. Ноги будут в тепле. Тоже хочу это отметить. Конечно, это так не остается. Это сейчас база, которая была создана сейчас. В дальнейшем снизу пойдет ветрозащитная пленка, которая будет защищать от продувания. Обрешетка будет сделана. Сделана сетка от грызунов снизу пойдет. Внутри пойдет хороший базальтовый утеплитель 20 сантиметров. Пароизоляционная уже мембрана, чтобы пар наш бытовой или влага не проникала в утеплитель. Лаги четко в уровень, миллиметр в миллиметр. И пойдет фанера, которая тоже будет распределять наши нагрузки уже не на одну точку, то есть на несколько лаг сразу. Понимаете, да? То есть, что тоже очень важно учитывать. Да. Идем дальше. Дальше при строительстве мы использовали брус хвойной породы, преимущественно сосна. Это уже классика жанра, 150 миллиметров по высоте. Посмотрите, насколько он отличается от обвязочного. Он и наш нижний. Хочу отметить, что многие строительные компании в целях удешевления технологий строительства и каких-то своих еще мыслей применяют вот такой понизу. Я бы не рекомендовал. То есть ухудшать, влиять на конструкции, ухудшать конструкции несущие, потому что на этом держится ваш дом, который будет стоить нынче недешево. Идем дальше. Высота потолков должна быть не менее 2,5 метров в чистоте по нормативу, чтобы вы могли легко зарегистрировать дом без проблем. Следовательно, нам в черновом варианте надо сделать минимум 2,70. Более комфортно, если высота будет 2,85, то есть игра венцов 3 метра, 3 метра это уже так, это уже воздушно и роскошно. То есть 2,70 желательно минимум, 2,85 рекомендуемо, 3 метра тоже уже по желанию. То есть, смотрится, конечно, так, очень воздушно. По потолку тоже обратите внимание, прошу взгляд наверх. И мы видим мощные тоже потолочные балки, тоже несущие, хорошие, надежные. Кровля с хорошим мощным коньком, множеством крепежных элементов, тоже надежных. Обработанная стропильная система и пленка гидропароизоляционная, которая защищает наш утеплитель, если вдруг со стороны кровли будет как-то влага протекать, на попадание на наш утеплитель. Тоже очень важно. Многие не делают, и, честно говоря, не обязательно делать вот эти пленки по кровле, когда идет чердачное помещение. У нас же там чердак, он же проветриваемый, правильно? То есть зачем вы делаете пленку? То есть он же проветриваемый. Можно не делать вообще. То есть мы делаем, а если мы делаем пленку, мы делаем еще и контрабрешетку. То есть дополнительно идут затраты и труд. Для чего? Чтобы минимизировать уже спустя, допустим, несколько десятилетий, если вдруг какая-то протечка будет, чтобы упало все на эту пленку и стекло потом в бок, туда, в карнизную часть. Это вопрос качества и мало ли. То есть такая подстраховка. Также обратите внимание, что есть по бокам еще стойки, которые разгружают крышу, нагрузку берут на себя и предотвращают прогиб. Вот скат крыши же большой, и кровля относительно пологая, и может снег задерживаться. Следовательно, масса снега может прогибать вот так крышу. Между листами кровли
вот эти заломы, следовательно, туда может проникать влага. Это абсолютно логично. Чтобы не было изначально прогиба и в дальнейшем протечек, мы устанавливаем промежуточные стойки. Это видно. Прошу также обратить внимание. Ну, в целом видно, что отношение, качество. Еще скажу. Вот сюда посмотрите, пожалуйста. Это окосячка оконных. И вот сюда. Тут лучше видно и дверных проемов. Для чего это делается? Дом усаживается. И чтобы вследствие усадки верхние брусья не опирались на ваши окна и двери, хотя мы делаем зазор технологический для этого, но если вдруг, так положено, если вдруг усадка будет больше, брус сядет на эту стойку, упрется, ваши окна не пострадают, стеклопакет не треснет, и двери зажимать не будет. Здесь в дальнейшем тоже все утепляется. Это все утепляется. Утеплились полы, утеплился потолок и утеплилось здесь базальтом утеплителем мягким вот это проем. Вот и все. То есть этот вопрос решается. Но благодаря утеплителю идет процесс сжимания. То есть все нормально. Окна и двери не пострадают. То есть я это говорю для того, чтобы вы это учитывали при строительстве уже вашего дома. Надеюсь, оценили наш подход, наше качество. Будем и вам быть полезными при строительстве уже вашего дома мечты. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приглашаю вас на консультацию. Только на консультацию. Переговорим, все расскажем, все покажем. Нарисуем вам план. Вы определитесь уже с планировкой дома. Сделаем вам расчет по этому плану. Все вам предоставим. Вы идете домой уже спокойно обдумывать, принимать решения. Потому что это дело серьезное. Надо взвесить еще раз планировку. Комфортно она вам, некомфортно. Обдумать сумму, и уже принимать решение. Будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома мечты. Так что давайте начнем первый шаг к своей мечте с консультации. Встречаемся на консультации. Пока-пока.